Света, у меня внучка. Каждое поколение Света достается вот такой тяжелые времена. В наше время, когда я был молодым, начался Афганистан, это 80-е, 89-й год. Потом другому поколению в России живущим достался Чечня. Потом, потом, тут уже там остались. Потом был таджикский конфликт, там по чуть-чуть был. Вот, потом вроде бы все устаканился. Сирии был вот года 2 назад. Сирию опять под руководством Путина все это успокоили и все там навели порядок. Вот теперь опять такое несчастье для россиян. Война в Украине. И это не мы на них напали, они на нас хотели напасть. Нам ничего не оставалось сделать, чтобы сохранить свою государственность, защититься. Слава Богу, у нас есть чем защититься. Мы в Украине наводим порядок. Я добавлю правом вторжения. Честь русского народа. Честь русского народа мы должны защитить. И российского народа. Россия никогда ни на кого не нападала. Когда нас зажимает, мы уже, как говорится, русская телега медленно запрягается. Но я считаю, по Украине одно. Там не украинско-славянский народ, там нацисты, которые подготовили фашизм у нас еще на земле, остался, подготовили, а они зверствуют. Как в 1941, 1942, 1943 годах бесчинствуют. Вот это нацизм, фашизм, надо, как сорняк, надо выдернуть надо. Мы этим и занимаемся в Украине. Выдернем. Похоже на это, говоришь, на земле сорняк никогда не уничтожишь, но периодически придется их выдергивать. Юрий Витальевич, я скажу, наверное, слово нацизм предполагает, из истории мы знаем, это фашизм. Фашизм, они ничего. То есть, как в арифметике, нацизм плюс фашизм. Фашизм, они вместе параллельно. Это вспышка и на геополитическом уровне. Да, вот на данном этапе обидно, и чуваши начали теперь погибать, наши хорошие ребята. Это да. Это, по делу. Но одно скажу, победа будет за Россией. И империалистов ставит немного на место. Знайте свои места. Мировой порядок. А то они приняли однополярную мировую систему. Америка хозяин земли. А скоро будет многополярная. У нас есть, друзья, и Китай, и Индия, и Саудовская Аравия. У России всегда есть союзники. Нас так голыми руками не возьмет. А Запад, они между нами оказались проститутками. Сами не зная, они получали от России дешевый газ, нефть и многие другие полезные ископаемые. Теперь их непростой народ будет страдать. Это очень плохо. Юрий Витальевич, вот сегодня в одной из бесед прозвучало такое понимание, как российский народ – это не разобщенный народ, это коллективный народ, а европейские народы разобщенные, да, каждый сам по себе. И американцы своим неожиданным этим присутствием вклинили тихо живущие, спокойно процветающие европейские государства, вклинились своим жизненным газом, они ухудшают жизнь простых народов европейцев. Они тоже из-за этого американского глобализма стали жертвами. У меня сейчас племянник воюет на Украине. Дай Бог, пусть вернется живым. Молите, свечки ставьте. Молимся за всех наших солдат, российских и советских, и те, которые нас поддерживают, мы за ним держим свечку, молимся, чтобы... Вы знаете, честь страны, она всегда через солдатские души, через воинский народ, через вот это мир приносит Самана. Именно солдаты. Я сам солдат, был солдатом, я остаюсь солдатом, мне уже 63 года, к примеру. Поэтому я понимаю, честь страны – это солдатские души. Только народ России в единстве способен удержать эту победу и на долгие века. Это верно. Самана, одно скажу.
России никогда спокойно не давали жить. Не Да. мы первые, и не мы последние. Вот этого Александра Невского, помню, вот это Тевтона, это рыцарь заезжали. Мы их всех ругаем, накрутили. И на данном этапе тоже победа будет за нами. Ну, давайте пожелаем девочке добрый путь. Как вас звать? Как звать? Скажи. Даша. Даша. Вы наша. Наша. Все, до свидания. До свидания, Даша. Доброго пути вам. Давайте. А вы, мадам, заходите, Олег Самана телевидение. У него своя в интернете. Такое ощущение, что именно вот в этот год как будто бы народом больше собралось здесь. С чем это связано? На этот вопрос можно, вот как можно ответить. Сейчас для России народоположение не самые лучшие времена. Да. Мы ввязли в этот украинский конфликт, когда Россия где-то воюет, где-то вот так, народ у нас в России всегда сплачивался. И это было и 1000 лет назад, и 500 лет назад, и во время Великой Отечественной войны, не только российской, и СССР, мы же братский народ. Согласен. И мы вот благодаря этому мы сплачиваемся в трудное время. Нас никогда не могут победить. Хорошо, согласен. Так, рядом с нами Подполковник. я не знаю, что сказать. главный редактор газеты «Чебоксарская правда». А вы как думаете, вот эта беда, которая висит над Россией, она сплачивает народ, нет? Конечно, в тяжелые времена всегда расцветает лирика, которая задевает струнки человеческой души. Народ сплачивается вокруг своего правительства, друг друга, потому что только вместе можно дать отпор. Если сам по себе, есть же хорошая поговорка про веник: один прутик легко гнется, а целый веник не согнешь. Так и наша страна этим, кстати, наш менталитет российский и советский отличается от всего мира. Там люди разрозненные, они индивидуалисты, а Да. мы по природе своей коллективисты. То есть коллективизм — это наш большой плюс для всей нашей России. Вот когда придут тяжкие времена, вот мы подпоясаемся, как говорили раньше, и все дружно дадим отпор. Вот и все. И Так мы дружно пили. ухнем. Да, дубинушку ухнем. Да. И в старину Невский также разгромил, и мы сейчас. Так что То ничего есть не меняется. у России глубокая древняя история. Да. Ну, я вас, товарищи офицеры, поздравляю Спасибо. с Днем Победы. Желаю вам всяческих благ и успехов и здоровья. И победы! С Днем Победы! Победа будет за нами. Кочергина Любовь Ивановна. Мне 72 года. Кстати, у нас в Чувашии также бабушка нашлась с красным флагом. Да, бабушка нашла с красным флагом. Хотела поздравить всех ветеранов войны с праздником, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы никто не болел. И дай Бог вам счастья. Пусть это мирное небо над головой. Спасибо. Доброго вам здоровья.